наконец решили сократить зарплату, сократить гонорар. Еще штатами тоже сократили. Офис поменяли. Есть много других расходов, которые мы все это сократили. За последний год работы у Фахриддина, сотрудника газеты «Нигох», прибавилось в 2 раза, а заработок уменьшился настолько же. Сегодня он и редактор, и корреспондент, и фотограф. Работники увольняются, а новых набирать не на что. В районах, в областях у нас были корреспонденты, которыми не смогли их содержать. И пришлось нам самим общаться или нам самим готовить материалы про жизнь в областях. Возросшая нагрузка, по словам Фахриддина, отрицательно сказывается на контенте газеты. Корреспонденты не могут достаточно времени уделить своим статьям, а значит, страдает и качество материала, что влияет на продажи. В контенте, естественно, вот этот кризис повлиял очень негативно. Линию, которая у Нигоха есть, стиль Нигоха, мы, слава Богу, сохранили. Если не сохранить линию, то Нигох это не Нигох. Падение интереса к печатным СМИ, считает Фахриддин, началось с экономических проблем в стране. У населения просто нет лишних денег на покупку газеты. Есть люди, что для них 2 сомоны тоже проблема найти и купить газету. Тем более много газет. Однако газета Фахриддина, в отличие от изданий коллег, все еще неплохо держится. Основной секрет в том, что Нигох делает упор на политическую жизнь и проблемы населения. Большинство других изданий, по словам редактора, опасаются писать на злободневные темы, а значит, к ним интересы падают. Наша большая проблема наших изданий, во-первых, контенты. Что мы пишем? Мы не пишем то, что хочет наш читатель. Мы не пишем правду. На самом деле люди слушают о другом в действительности, на улице, в базаре. Но газеты или журналисты пишут о другом. Все началось во время выборов президента страны в 2013 году, говорят специалисты. Многие отечественные и международные издания и журналистские организации отмечали, что на СМИ и журналистов оказывается давление. Это привело к появлению самоцензуры, и независимые газеты просто перестали писать остро. Эксперт Наби Юсупов считает, что дело в другом, а именно в низком уровне грамотности. Ежегодно школы покидают до 4000 учителей, в основном в сельской местности, и система образования не справляется со своими задачами. Молодежь не читает вообще, даже развлекательную литературу. Читательская аудитория газет от 40 лет и выше. Предположим, 5 лет назад, когда мы проводили такое исследование, было от 35 лет и выше. То есть, получается, ситуация никак не изменилась. Через 5 лет тем, кому было 35, стало 40, и ситуация не изменилась. Молодого прироста, молодого читателя нету. Проблем сегодня не испытывают только государственные газеты. У них есть поддержка. К тому же эти издания имеют подписчиков, госучреждения и организации. Что будет дальше, непонятно, но по словам Фахриддина Холбека, свободная пресса в Таджикистане вымирает и с политической, и с экономической точки зрения. Он также считает, что кризис переживет около половины независимых изданий. Но для этого им необходимо улучшать качество своего материала, делать его более злободневным, острым и интересным. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.